Уважаемый Алексей Александрович, сегодня развитие Арктики и арктических территорий является не только приоритетным направлением международной политики, но и Российской Федерации. Хотелось бы узнать ваше мнение о роли союзного государства в этом вопросе. Здравствуйте. Значит, на что хотелось бы обратить внимание? Вопросы развития Арктики интересны, я думаю, в научно-техническом, технологическом, практическом плане для любого государства. Не только для союзного России, Беларуси, для других государств тоже интересно. Поскольку это и освоение шельфов, это и вопросы гидрометеорологии, это и вопросы глобального потепления, экология, широчайший спектр направлений. Почему мне кажется, что взаимодействие в рамках именно союзного государства было бы весьма интересно? Поскольку Россия и Белоруссия обладают совместным, очень мощным потенциалом по всем высокотехнологичным направлениям. Именно я говорю совместно. Какие-то направления деятельности лучше развиты в Беларуси. Это можно сказать. Это и большегрузное автомобилестроение, это электроника, это информатика и программное обеспечение. Все то, что широко может использоваться в тех направлениях, которые я уже назвал. Совместно очень серьезные космические проекты. Не может быть освоения никакого региона, тем более такого отдаленного и весьма непростого с климатических точек зрения, как арктический, без космоса. Здесь очень большая перспектива. И поэтому я считаю, вот этот совместный потенциал союзного государства, он очень интересен, и если он будет использоваться в совместных проектах по разработке, это будет очень интересно. Спасибо. Сергей Александрович, Алексей Александрович, сегодня на пленарном заседании вы говорили о важности трудоустройства нашей одаренной молодежи после вуза, о создании рабочих мест после вузовской реализации. Рассматриваете ли вы развитие Арктики как площадку для реализации кадрового потенциала и рассматриваете ли вы союзное государство как площадку для системной подготовки кадров в этой отрасли? Ну, я говорил о важности трудоустройства не только одаренной молодежи, а вообще молодежи. Дело в том, что одаренная молодежь, неодаренная молодежь – это вопрос весьма специфический, потому как в ходе своего роста и физиологического, и научного, и образовательного эти приоритеты всегда могут меняться. Те, которые кажутся на первом этапе одаренными, потом из-за линии и других моментов могут быть неодаренными. Поэтому я вообще говорил о необходимости трудоустройства по специальности или стараться близко к той специальности, или, по крайней мере, специализации выпускников наших технических вузов. Если мы говорим о Арктике и об освоении, то это, с моей точки зрения, является особенно важным. Дело в том, что это особая климатическая зона, которая требует от человека выработки достаточно серьезного перечня качеств. Надо обладать и достаточно высоким интеллектуальным уровнем, и очень высоким волевым настроем. Одно дело, конечно, мы привыкли к тем радостям цивилизации, которые позволяют комфортно себя ощущать везде. Это совсем другая одежда, не то, что было 30-50 лет назад. Это совсем другие технические средства, как и автомобилестроение, самолетостроение, вертолетостроение. Это и возможности комфортного проживания, потому что есть ряд технологий для проживания, и новые технологии в энергетике, в тепле, то есть широкий спектр позволяет человеку себя ощущать комфортно везде. Но мы отлично знаем, что любой самый надежный механизм может рано или поздно выйти из строя. И тогда на первое место выйдут именно волевые качества и способность человека оперативно действовать. Поэтому
Я полагаю, что важность подготовки специалистов, тех, которые могут работать в условиях Арктики, она очень высока. И здесь я исхожу из того, что по ментальности Россия с Белоруссией самый близкий славянский народ. Наш менталитет таков, что славянин очень хорошо работает в экстремальных ситуациях. Может быть, в комфортных ситуациях мы можем себе позволить расслабиться, но когда появляются экстремальные моменты, здесь появляется наше качество, я считаю, белорусского и российского народа. Это подтвердила история, это подтверждает жизнь. Другое дело, что к этому надо быть готовым именно высокопрофессиональным. Учитывая вот тот перечень взаимного отраслевого взаимодействия, которое есть, возможности, которые есть, потенциала, понятно, что надо использовать потенциал и российских вузов, и российского кадрового потенциала, и белорусского. Это и здоровье нации, это и готовность нации. И поэтому, чем больше будет обеспечено взаимодействие на начальном этапе, тем лучше оно будет проявляться в ходе уже реализации каких-то конкретных проектов. А в широком спектре вопросов, которые должны реализоваться в рамках освоения арктического пространства, это может быть немаловажно, если не один из наиболее важных моментов. Вы привезли на форум наш проект, который называется «Арктический ресурсный кадровый центр». В частности, мы предлагаем создание рабочих групп, например, в состав которой войдут ректоры ведущих вузов России и Беларуси, создание арктической кафедры и, возможно, формулы сотрудничества, которые в дальнейшей работе будут еще выявлены. Интересно узнать ваше мнение. Ну, мы вообще за любое взаимодействие в рамках союзного государства, если оно действительно приносит пользу в экономическом, организационном, социальном, промышленном, в любом плане. А если речь идет о таком крайне интересном, действительно немаловажном направлении деятельности, то, понятно, мы, конечно, поддерживаем создание такой рабочей группы. Если требуется какое-то наше участие, мы сможем оказать какую-то пассивную помощь, но в рамках тех вопросов, которые действительно носят какой-то характер именно союзного взаимодействия, то мы готовы и поддержать, и оказать всяческое содействие. Алексей Александрович, как вы считаете, может ли работа по развитию Арктики еще более сблизить и сдружить нашу молодежь, наши народы, стать такой площадкой для эффективного взаимодействия, для развития инновационного творческого потенциала? Ну, по-моему, это очевидно. Чем больше точек взаимодействия, тем больше находится, соответственно, каких-то элементов, которые позволяют сближать интересы. Поэтому каждый новый контакт, он всегда положительный, потому что всегда можешь найти что-то новое. Если ты общаешься только по одному направлению, это очень узкий взаимодействие, у нас широкий спектр. Если этот спектр увеличивается за счет появления новых технологий, новых направлений деятельности, не только на пользу дела. Спасибо вам большое за интервью и, пользуясь случаем, мы хотим пригласить вас на арктический форум